Друзья, всем привет! Сегодня у нас обычное утро, да, но необычное оно для меня, потому что нужно было встать рано утром, в 4 утра, чтобы посмотреть на очень интересное зрелище. Я надеюсь, будет очень интересно. Называется оно спотинг. Сегодня мы прикоснемся к более общему понятию. Спотинг — это фотографирование, съемка самолетов, которые прибывают в аэропорт. В нашем случае это аэропорт Якутск. Немного познакомимся с организацией аэропорта. Вот, ну, я думаю, будет интересно. Давайте посмотрим. У нас Антон Третьяков. Ну-ка, покажи-ка, что это там? У него данные про все самолеты. Секунду. Ну, не про все. Суперджеты, например, не видно. Но здесь вот можно рассмотреть. Ему 9 лет. 9 лет вот этому самолету, да? Ну. У него бортовой номер Браво Кило Виктор. А есть еще один борт Браво Кило Виски. Поэтому этот борт иногда в шутку называют кило водки. Это такой большой. В смысле, виски это какой-то просто это жаргон? Или это... Нет, это фонетический алфавит. Альфа, Браво, Чарли, Дельта. То есть для того, чтобы в радиообмене ты мог назвать правильно любую букву, они не говорят D, там, C, B, A, они говорят Альфа, Браво, Чарли, Дельта. И, соответственно, V читается как Виктор, W читается как виски. Сейчас прибывает. Тебе опять возраст? 3 года ему. Май 17-го года выпуск. Ну, нет, бывает еще там, август 2020-го есть ВСМ. Пробег 1000 километров.
Сейчас уже 7:30 утра. Сзади меня самолет полярных авиалиний. Вот. Сейчас находимся около взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Уже прошло около 4 бортов. Кстати, хотелось бы вот вам показать. Антон мне рассказывает здесь как знаток. Вот это у нас маяк. В виде радара, который показывает расстояние до аэропорта. До конкретной этой точки, да. А, вот до точки, где он стоит, да? Ну, по сути, это и есть территория аэропорта. Частота его 112,30 МГц. Вот, значит, мы сейчас ребята, которые приехали на спутинг. Греется в автобусе. Греется в автобусе. Тут вот пожарная выехала, немного испугала. Он туда поехал. Ну, по-моему, просто из гаража вышел. Разминает. Да. Круглосуточно работают. Вот там находится человек, который визуально наблюдает за территорией. Ну и пусть у них будет поменьше работы. Пусть отдыхает. Это точно. А сколько длина полосы? На сегодняшний день 2248 метров. 2248 метров. Насколько я помню. Могу ошибаться. По-моему, так. А вообще она когда-то была протяженность полосы, длина полосы 3400 метров. Ну сейчас ремонт делают, да? Да, поэтому часть полосы откушена, грубо говоря. И она пока не пригодна для посадки, для использования. Поэтому используется только одна рулежка, вот эта дельта. По ней самолеты и выруливают на полосу, и заруливают. И основная. Ну, как видишь, полоса неровненькая совсем. Поэтому вот Ан-24, когда взлетал, ты мог обратить внимание, он при разбеге сразу поднимает носовую стойку, чтобы, скажем так, уберечь ее от возможных повреждений. В смысле, он поднимает? Да, даже на малой скорости он ее задирает, чтобы катиться только на основных стойках. Они более такие, скажем так, пуленепробиваемые, более износостойкие. А когда планируют закончить? Это хороший вопрос. Планировали это в 2021 уже закончить все, но как ты видишь, у нас только треть полосы только готова. И то я не знаю, в каком состоянии, это здесь не работает, поэтому только общедоступными данными. Утки летят, да? Это уточки, да. Ну, кстати, Антон рассказал про... Тут есть отпугиватель птиц. Да. Но он как-то... Мы сейчас его, по-моему, даже не слышим. Он в той стороне находится. Он ближе к старту 23-й левой. А, он прям его должно быть слышно? Да, он такие звуки издает пронзительные, как звуки криков хищных птиц. Интересно, жители домов как реагируют? Ну, привыкают, я думаю. Ну, в принципе да, ничего с утра самолеты садятся, да? Да, с утра самолеты не такая уж большая помеха, мне кажется. Хотя, конечно, шум самолетов очень такой приличный. Особенно от наших Ан-24. Полоса имеет два обозначения, она соответствует магнитному курсу. С той стороны полоса обозначена цифрами 23, это 232 курс. И, соответственно, с той стороны курс 52, и полоса обозначена цифрами 0,5. Поэтому самолет, когда взлетает, он дает разрешение на взлет либо с 0,5 полосы, либо с 23. Посадка, как я уже сказал, только с 23 со стороны Жатая.
Ан-24, которые за моей спиной, должны были передать в музей. Но ни одна транспортная компания не взялась за его перевозку. То есть по земле очень большие ограничения, большие штрафы. Ну и, соответственно, пока этот самолет находится здесь, на территории аэропорта Якутск. Вот в таком виде. Кажется, принесли бортовое питание. Сейчас будет небольшой перекус. Видишь, вот там вот справа. Справа открыто. Там стоит третий двигатель. Третий двигатель? Да. В смысле, у него 3 двигателя? У него фактически 3 двигателя. Правой гондой, видишь, вон там вот лежит, да, обтекатель. Ну. Там есть вот сопло этого. РУ-19-300, это как вспомогательная установка. И дополнительно дает 900 килограммов тяги на взлете. То есть Ан-24 взлетает, используя 3 двигателя? Ну, если загрузка большая, то да. Если нет, то на 2 двигателях. Там стоит реактивный двигатель, он используется как вот вспомогательная силовая установка для обогрева, для питания там, и так далее. Вот. То есть источник питания. Не зря сходил. Многочасового узнал. Это вот именно модификация РВ. Кому билеты показывают? Airbus'овская система. Да. Я все. Хорошего понемногу. Там главное пульты. Да, это точно. Штурвалов нет? Он на ремонте, да? Да, на ремонте. Он вообще без штурвала. Вообще он так? Он на джойстиках. Вон джойстики. Вот они, видишь? Сайдстик. До чего техника дошла? А это вот ручка управления передней носовой стойкой. Вот. Влево крутишь, влево едет, вправо крутишь, вправо едет. Тормоза на педалях. Соответственно, педали управляют рулем направления. Он установлен на хвосте. Это рычаг управления, открытие и закрытие двери. Это, значит, панель запуска двигателей. Паркинг. Переводишь, да, Ignition Start, даешь топливный экран. Это, соответственно, ручка интерцепторов. Это стояночный тормоз. Вот самое главное, это бортовые компьютеры, 2 независимых. Это основные дисплеи. Тут, как видишь, их 5. Это резервные, это авиагоризонт, совмещенный с высотомером и с указателем скорости. Это, видимо, часы, да. Это, соответственно, ручка выпуска шасси. Это регулировка автомата тормозов. Что еще? Ну, это Main Control Panel. Главная панель управления. Это потолочная панель. Здесь гидравлика, электричество, система кондиционирования, система пожаротушения. Это ручки управления освещением, грубо говоря, посадочные фары, проблесковые огни, стробы, навигационные огни. Это система управления двигателями, насколько я помню, это система пожаротушения. Ну и вот здесь у нас чек-лист, который читает на каждом этапе. Антон сдал экзамен. Че, полетели? Поехали. Пускаем ВСУ, питание. Мне на квартал. На квартал? Ну, на квартал, конечно, мы там не сядем. Ну, прям один в один Airbus. Тут вид должен быть шикарный, да? Серии. Во время полета. Это приставное кресло, здесь может располагаться еще один член экипажа. Допустим, на проверках или легальных рейсах. Ну, он далеко-то у нас не летает, максимум, по-моему, 3500 километров. Да? А теперь попьем кофе. Вот здесь какашка сливается. А здесь вода заправляется. Они в воздухе, да, сливают? Это многих интересует, мне кажется. Вот здесь вот. Или это в аэропорту уже? В аэропорту. То есть там не как в поезде, да? Нет.
Я не знаю, как вы поезде. Мы пролетаем над Красноярском. Санитарная зона. Вот здесь заправляется питьевая вода. Ух ты. Панелечки. Четко. Ну а? Подожди, какая питьевая вода? Там Отдельный бак для питьевой воды. то, что в туалете льется, это питьевая вода? Да. А, да? Ее, короче, можно пить из-под крана. Ну, не советую все-таки, потому что вот вся эта вода идет, соответственно, в туалеты, вся эта вода идет в чай, кофе, и опять же умывальник. В туалеты, чай, кофе и умывальник. Нормально. А это вот как раз слив. Вот ниша стоек шасси. Шасси после взлета убирается сюда. Вот замок с концевиком. Когда где серьга-то? Вот серьга заходит в замок, идет сигнализация, что шасси убрано. С той стороны точно так. После того, как ты шасси выпускаешь, эти замки открываются, соответственно, шасси уходит в рабочее положение и встают тоже на замок. Сигнализация в кабину приходит, что шасси выпущено. Колеса я не знаю чьи. Мишлен, наверное. Это воздуховывод. Горячий вот воздух. Забор, походу. Да, то есть система кондиционирования сделана через теплообменники. А вообще на всех практически современных самолетах. Воздух забирается извне, проходит через теплообменник, нагревается, подается в салон. Излишек выходит через вот эти вот отверстия. Воздуховоздушные радиаторы, так называемые. Такие же системы применялись и на советских самолетах. Вот, кстати, лампа, видишь? Но. Это лампа освещения крыла, кромки крыла. Да, она используется на взлете, и в случае, если есть подозрение на обледенение, то они освещают вот эту переднюю кромку. То есть из салона пилот может увидеть, есть там лед или нет. Но в самой кромке крыла, естественно, установлена система противообледенительная. Подогревает. Да. Вот, значит, посадочная фара и фара, так называемая runway turn off. Вот это. Она светит в стороны, то есть, грубо говоря, это боковая подсветка. Вот эта фара. А та это посадочная. Это носовая стойка шасси. Тоже вот тут 4 лампы. Это рулежные, это, соответственно, посадочные. Это пин. Они всегда вот такого яркого цвета. Перед полетом его нужно обязательно убрать. И там их есть определенное количество. Когда самолет готовит к взлету, ну, полету, их должно быть, ну, совпадать должно количество. Допустим, передние стойки, там, еще там. Они на каждой стойке, да, вон там тоже есть. Да. Я вот сейчас тебе хочу показать датчик давления. Прямое давление. То есть, грубо говоря, воздух сюда заходит, вот в этом, и показывает, какая скорость сейчас приборная. В авиации 3 скорости. Приборная, путевая, истинная. Потом объясню почему. Вот чуть выше это указатель угла атаки. Он показывает, с каким углом в данном случае, в данном конкретном моменте летит самолет. То есть она от ветра как бы поворачивается. Да, то есть она вот такая свободно ходящая, как киль на лодке. 3 скорости. Значит, первая используется приборная. Это прибор, это, грубо говоря, та скорость, которая потребна для воздушного судна на конкретной высоте. Путевая – это скорость относительно земли без поправки. А истинная – это уже с учетом ветра. Вот так вот, Руслан. Да, интересно. Вот так и вот маньячу, поэтому, собственно, и все знаешь. В моем инстаграм-аккаунте много таких фотографий. Кстати, подписывайтесь на Антона. Пока. У полярников. А там что? Сейчас А там Ан-24 стоит. Туда перейдем, да, сейчас? Да, потом обратно сюда, потому что здесь начальник АТБ придет и будет рассказывать. Будет рассказывать, да? Ну вот как раз вопросы можете задавать. Ладно.
Так, друзья, вы видите уникальный кадр. Антон в Антошке. Мы сейчас находимся в ангаре полярных авиалиний. Станислав Платонов, представитель компании. Станислав, можешь рассказать про парк, наверное, про вообще, про компанию? Ну, если говорить о парке воздушных судов, у нас общее количество их 63. В наличии из них 36 самолетов и 27 вертолетов. Ну, авиакомпания эксплуатирует для регулярных рейсов воздушные суда Ан-24, Ан-26 в основном. У нас Ан-24 13 единиц и Ан-26 их 3 единицы. Ну, это мы находимся сейчас в первом ангаре, где у нас проходит техническое обслуживание 3 воздушных судов. Вот, всего авиакомпания осуществляет перелеты по 192 направлениям 24 района республики. Это касается и регулярных маршрутов, и внутри районов, внутриулусных, те самые социально значимые перевозки. В основном они выполняются на вертолетах и на малых типах Ан-2, Ан-3. Про вот этот самолет интересный, это что за смотровое окно? Это место штурмана. Да? Да, штурман. Ну, подсказали, это военный, да, самолет? Ну, Ан-24 вообще в основном Ан-24 и Ан-26 они изначально как бы предназначались для Министерства обороны. Но потом, соответственно, успешно эксплуатируется гражданская авиация. Вот Ан-26 он с рампой, он грузопассажирский. Ну, это конкретно вот это грузовой. Вот он в большей степени, у них многие единицы эксплуатируются Министерство обороны, вооруженных сил. И мы его используем для осуществления грузовых перевозок. Да, и данный тип Ан-26 привлекается в основном, также привлекается на ПАСОП, это то есть поисковое аварийно-спасательное мероприятие. То есть при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, аварий, техногенных аварий, бригады спасателей, специальная техника, она переводится вот на таких типах. Спокойно легковая залезет. БТР влезает? И сюда можно загнать БТР. Вот так выглядит внутри Ан-26. Советская техника. Смотровое окно штурмана. Соответственно, его рабочее место. Кондиционер. В настоящий момент вы находитесь в ангарах АТБ авиакомпании «Якутия». Авиакомпания «Якутия» располагает двумя ангарами, идентичными по размерами. Размер ангара у нас примерно 45 на 45, то есть площадь примерно 2000 квадратных метров. В ангар входит, вы видите, у нас стоит уже самолет один Суперджет. При правильной установке в ангар входит 2 самолета Суперджет. Вы были в первом ангаре, видели, что там у нас может быть установлено 3 самолета Ан-24. В ангарах выполняется периодическое техническое обслуживание самолетов, эксплуатирующихся в авиакомпании «Якутия», в авиакомпании «Полярные авиалинии» в первом ангаре. В зимнее время в ангарах у нас тепло, отопление у нас газовоздушное, работают котельные, которые отапливают ангар горячим воздухом. Самолеты в ангаре у нас обслуживаются инженерно-техническим персоналом, который обучался или в среднетехнических учреждениях, или в высших учебных заведениях. То есть весь персонал у нас высококвалифицированный. Техническое обслуживание самолетов у нас распределяется на оперативное техническое обслуживание. Это в основном вылеты самолетов на перроне и прилеты самолетов после выполнения рейса. И периодическое техническое обслуживание – это более детальный осмотр, ремонт конструкции двигателей самолетов. В авиационно-технической базе у нас работают 190 человек инженерно-технического персонала и персонала, который непосредственно является вспомогательным, не участвующим в техническом обслуживании. Если говорить конкретно о персонале, который работает на самолетах, выполняет техническое обслуживание, это у нас порядка 120 человек.
авиатехников и инженеров, которые занимаются именно техническим обслуживанием самолетов Суперджет, Ту-300 и самолетов Boeing 737. Так, ну и мы вручим, да, памятные подарки авиакомпании «Гуччи». Вот. Ой, Я спасибо. думаю, это вам будет нужно. Лёва. И как раз Ни разу в жизни бренд не давали. Я сегодня разбогател. Прям Как не все. давали? Пегас. Ну да. А, спасибо. Ага. Там... А этот когда полетит? Этот полетит у нас в середине ноября. После того, как Да. двигатель. Да, будет выполняться C-чек, этот самолет будет восстановлен. То есть это планируется у нас в середине октября, думаю, в течение месяца самолет будет восстановлен. А сухой как не помогает? Да, мы работаем в полном контакте с компанией, сейчас это PowerBoot, региональные самолеты, то есть раньше это была акционерная компания АО ГСС, сейчас они как бы объединились с корпорацией Иркут, работаем также тесно, помощь оказывается, послепродажная, у них также есть операционный центр, который работает на те замечания, которые есть на самолете. Мы делаем запросы, нам предоставляются ответы по устранению этих замечаний. То есть те замечания, которые как бы не описаны в техническом руководстве, которые мы не можем устранить самостоятельно, без технической документации, отправляются запросы, получаем ответы, на основании которых мы выполняем обслуживание уже дальнейших самолетов. То есть уже есть прогресс какой-то, да? Решение. Да. Это здорово. Вот у нас 737-й. Антон говорит, это короткая версия, да? Ну, укороченная, да, 700-я. Есть еще короче, 600-я, но во флоте Якутии их нет. И в России, по-моему, тоже нет. И, насколько я знаю. Есть? И в Беларуси 700-ки? 600. А, да, пролетает, да, сюда? Да. Валроса есть. В смысле, он 500. он еще короче, чем этот, да? Так, интересный факт номер 50 от Антона. Опять. Да, бомбардир Дэш-8 Ку-300. 300. 300 это там модификация, есть 400, она длиннее. А Ку значит quiet, тихий. Ну, или... Он что, реально тише, чем Антошка? Да. Это А300. Это А320. А320, авиакомпания S7. Находится, только что прилетел. Да. У него есть ограничения по температуре Ну да, эксплуатации. по температуре наружного воздуха до минус 45, по-моему. Могу ошибаться. Не, ну они же летают наверху, там и минус 60 бывает. Не, ну понятно, но именно аэродромное обслуживание. Почти что после Артема. Я не буду показывать своим детям. Спасибо большое. Это как раз ремувка. Эксклюзив. Спасибо.
территории аэропорта передвигаться просто так нельзя, тут все разлиновано. То есть если мы идем, то идем по именно по той части полотна, где можно двигаться. Но я так понимаю, здесь двигаются автомобили. То есть, допустим, влево, вправо. Есть какие-то разграничения, там красные линии, туда вообще нельзя заходить. Самое что хорошее, здесь нет светофоров. Светофор. А, кстати, тут помеха справа, да, работает? Конечно. И обязательно остановка вот здесь, вот на этой линии, ты обязан остановиться. Буду убедиться, что никого нет препятствий. Только после этого ты можешь продолжать движение. Вот, кстати, багажник лежал. Отсюда где-то приемный опыт. Багаж выдается. Багаж ждет своей очереди. Вот он же приемный опыт. Вот такая техника используется. Потому что надежды нету. И получается круглый год она. Да? Полмоты. Без гаража. Просто поражает, они столько тонн перегружают каждый день. Это тяжело, наверное. Это полный ЗИЛ же был. Да. Это... И каждый чемодан килограмм по 20-30 килограммов. Средний. Я считаю, вот, сколько пассажиров, да? Ну, например, 180 пассажиров, 180 чемоданов, ну, условно, да? Ну ладно, 150. И каждый, допустим, по 20 килограмм, 3 тонны. Кроссфит отдыхает вообще? Да. Упоры сняли. Сейчас полностью размотал. Ну, такая. О, на электроприводе как у меня на лекции сидел.
покрыта рабочим слоем бетона. Здесь сделано 200 метров удлинения для того, чтобы при дальнейших этапах реконструкции, когда пойдет увеличение и закроется вот этот участок, полеты можно было выполнять со стороны города на вот этот кусок. А, сейчас она как бы поделена пополам. То есть сейчас, ну, на трети, грубо. То есть сейчас 2/3 вот эти рабочие. Здесь расположен курсовой радиомаяк, здесь глиссадный. То есть инструментальный заход на посадку ориентирован именно со стороны реки на город. Соответственно, воздушное судно в не очень хороших метеоусловиях с ограничением видимости до 550 метров по горизонтали может приземлиться с этого курса. В обратную сторону без Илса необходима видимость уже 1500 метров, не меньше. Ну а дальше реконструкция будет следующим образом происходить. Отдаем дополнительно еще один кусок полосы. Остается рабочий участок старый 1650 метров. Воздушные суда будут летать с этого участка. Снутри республиканскими перевозками вопросов никаких не возникает. А по центральному расписанию, по дальне-среднемагистральным полетам, естественно, возникают вопросы. Разработан план. Центральное расписание будет выполняться в основном на Боингах 737-700 авиакомпании Якутия и Алроса. Плюс идут переговоры с авиакомпанией Сибирь. Выполнение полетов на воздушных судах Embraer 170 LR по маршруту Якутск-Новосибирск. И Новосибирск будет использован в качестве крупного хаба для дальнейших разлетов. То есть, по большому счету, те, кто сейчас летят в Москву, у них в большинстве случаев Москва не самоцель. То есть Москва — это транзитный порт для многих. То есть кто-то летит дальше за границу, кто-то летит и в другие города России. Новосибирск — это тоже довольно крупный сибирский хаб. Довольно мощный аэропорт, из которого уйма международных полетов. Большой разлет по центральной России. То есть и так далее. То есть, да, переориентируем на Новосибирск. После того, как реконструируется вот этот участок, полеты переведутся на него, и в осень 2021 года будут выполняться именно со стороны города на участок реконструированный уже. А этот будет уже под ремонтом, да? Сделают как раз таки соединительный пандус за где-то период сентябрь-октябрь 2021 года, на который в дальнейшем придется основная, так сказать, нагрузка для полетов в зимний период. Дело в том, что, как я уже сказал, инструментальный заход на посадку есть только с курса 232 посадочного, то есть со стороны реки на город. Соответственно, воздушные суда в условиях зимы, морозных туманов будут приземляться на нереконструированном участке. Далее пробег с торможением через вот этот соединительный пандус на уже реконструированный участок. И через рулежную дорожку Браво выход на перрон. Взлет, соответственно, отсюда туда, оттуда сюда уже не принципиально. Потом весна 2022 года. Полеты выполняются с реконструированного участка. Пандус демонтируется и заливается в рабочим слоем бетона полоса уже до конца. И в октябре 2022 года должны сдать это строительство. И, соответственно, полеты выполняются на полную полосу 3400 метров.